В эфире новости в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Глава Якутии Арсений Николаев совершил рабочую поездку в Горный район, где проинспектировал строительство и ремонт ключевых социальных объектов. Ситуацию с лесопожарной обстановкой в Якутии обсудили на заседании оперативного штаба. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Жиганском районе. В Намском Улусе масштабно отпраздновали День семьи, любви и верности, чествуя семейные пары с многолетним стажем. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки до 12% к концу этого года. На ближайшем заседании Центробанка 24 июля депутат ожидает либо сохранения текущей ставки, либо ее снижения на 0,25. Аксаков отметил, что из-за влияния внешних факторов на инфляцию уровень 12% по итогам года станет хорошим показателем. Хотя ранее эксперты допускали снижение до 10%. Напомню, на июньском заседании Центробанк снизил ставку в девятый раз подряд. Глава Якутии Арсений Николаев совершил рабочую поездку в Горный район, где проинспектировал строительство и ремонт ключевых социальных объектов села Бердигистях. В ходе визита руководитель региона встретился с многодетной семьей фермеров Сивцевых для обсуждения мер господдержки сельхозпроизводителей. Также он проверил ход работ по обеспечению квартала Эбе круглогодичным водоснабжением и оценил капитальный ремонт детского сада Сардана. По итогам осмотра было отмечено, что запуск водопровода обеспечит жителей бесперебойной водой, а обновленное дошкольное учреждение откроется для воспитанников уже в сентябре. Своевременно были проведены и закупочные процедуры, подрядчик начал демонтажные и монтажные работы. И на сегодня, в принципе, неплохие показатели по стройготовности. Кроме капитального ремонта, значит, в этих детских садах также предусмотрено оснащение на 4 миллиона рублей. Ну и сроки стоят перед подрядчиком до 1 сентября, чтобы порадовать наших детишек. Мы надеемся, что действительно все работы качественно будут проведены и будут созданы современные хорошие условия для детей. В Амгинском Улусе стартовала подготовка к сенокосной кампании. В этом году аграрии планируют заготовить 31 тысячу тонн сена. К работам привлекут 2000 человек. В составе 850 звеньев. План по сучным карманам включает 2000 тонн силоса и 1500 тонн сенажа. При этом специалисты рассчитывают на 100% выполнение показателей благодаря хорошей урожайности. Для решения актуальных организационных вопросов и координации поставок топлива в администрации района создан оперативный штаб. Около 23,5 тысяч тонн молока произвели в Якутии на сегодня. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. Общий же объем по плану составляет 57 тысяч тонн. При этом его необходимо превысить и довести до 65, отметили в ведомстве. Цель вполне осуществимая, поскольку по итогам прошлого года якутские предприятия уже практически достигли желаемой отметки. Передовой в этом вопросе считается экоферма Туймада, расположенная в селе Кильдямцы, неподалеку от Якутска. Здесь содержит свыше 250 голов крупного рогатого скота. Валовый надой составляет порядка 1400 тонн молока. Ситуацию с лесопожарной обстановкой в Якутии обсудили на заседании оперативного штаба. Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зафиксировано 245 лесных пожаров на общей площади 47 тысяч гектаров, 48 ландшафтных возгораний. На сегодня в республике действует 57 лесных пожаров. В их ликвидации задействованы 453 человека и 4 единицы техники. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Жиганском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации. Участники совещания также рассмотрели вопрос оперативного реагирования на новые очаги возгорания с учетом погодных условий. Ареал пожаров, он, по сути, касается всех, как говорится, направлений республики. При этом мы ожидаем осадки. При необходимости на этих осадках будет работать самолет-зондировщик, усиливая воздействие на эти пожары. И очень надеемся, что скоро у нас ситуация более-менее будет. При этом, по данным гидрометслужбы, прогноз погоды жаркий будет стоять еще в последующие дни. Поэтому работаем, усиляемся.
С нового учебного года в России официально отменяются домашние задания для первоклассников. Согласно новому приказу Минпросвещения, из нормативов исключено положение о допустимом объеме домашних работ для первых классов. Ранее на них отводилось до 1 часа. Если прежде методические рекомендации допускали постепенное ведение заданий на дом, то теперь обучение в 1 классе будет проходить полностью без них. Более 7 тысяч участников специальной военной операции уже подали заявление на поступление в российские вузы в рамках текущей приемной кампании. По данным Миноборнауки, абитуриенты поступают по специальной квоте. Лидерами по числу поданных ими заявлений стали Саратовская область, Москва и Ростовская область. Всего в этом году в учебных заведениях страны доступно более 1,5 миллиона бюджетных мест, из которых 620 тысяч приходится на высшее образование. Прием документов стартовал 20 июня. В Якутии продолжается реализация мер государственной поддержки участников СВО и членов их семей в сфере занятости. С начала года о мерах поддержки проинформированы 783 участника спецоперации, 265 их родственников. Трудоустроены 244 участника СВО и 84 члена их семей. Еще 49 человек проходят профессиональное обучение. В этом году в республике создано 4610 квотируемых рабочих мест в 754 организациях, где уже работают 683 ветераны СВО. Работодателям также предоставляются субсидии на создание и выделение рабочих мест для участников спецоперации, а также действует программа государственного стимулирования найма отдельной категории граждан. Одними из категорий граждан являются ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции. Это мероприятие также субсидию могут получить при трудоустройстве участника специальной военной операции. Ну и в-третьих, это предоставление субсидий до 200 тысяч рублей при создании оборудования рабочих мест для трудоустройства инвалидов первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность. По интересующим вопросам просьба обращаться в Центр занятости населения. Завтра, 8 июля, в Якутске пройдут масштабные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Центральным событием станет фестиваль на площади Республики, который начнется в 13:00. В программе запланированы парад семей, торжественная регистрация брака, пробег молодоженов на самокатах и награждение победителей конкурса «Семья года-2026». Также на площади пройдет чествование супружеских пар со стажем более 25 лет. Будут работать игровые площадки и мастер-классы. Праздничный день завершится большим концертом звезд якутской эстрады. Также в Намском Улусе масштабно отпраздновали День семьи, любви и верности, чествуя семейные пары с многолетним стажем и победителей профильных конкурсов. Торжество на набережной началось с парада семей, где супругам-юбилярам вручили почетные знаки «Семейная доблесть» и награды за любовь и верность. В рамках праздника работали интерактивные зоны, мастер-классы и консультационные площадки от местных предприятий. Одной из ярких историй мероприятия стала интернациональная семья Корчановых из Хатын-Арынского наслега, которая вместе с 1985 года воспитывает 4 детей и 9 внуков. С днем семьи, любви, семьи и верности. Домой на родину езжу, там в гости получается. И киздой думала. Якутия природа вообще исключительная. Люди отзывчивые, приятные, вообще хорошие люди. Вообще здесь погода вообще нравится, очень хорошо, очень такая скоротечная. Копилка спортивных достижений Нерюнгринского района пополнилась еще одним очень весовым достижением. На этот раз юному тяжелоатлету Эмилию Ефанову покорилось первенство России. Подробности у наших коллег. Несмотря на свой возраст, Эмиль Ефанов входит в число сильнейших пауэрлифтеров России. Накануне юный тяжелоатлет стал победителем весовой категории свыше 120 килограммов и абсолютным чемпионом первенства России по пауэрлифтингу в дисциплине жим среди юношей 14-18 лет, который проходил в Оренбурге. Вообще, в планах было больше пожать, но тоже такой старт немножко не заладилось. Но мы свою задачу выполнили, то есть рекорд установили. И этот результат превышает норматив мастера спорта России. То есть он еще раз. То есть он в троеборье выполнял, в классическом, теперь еще и здесь выполнил. Другое дело, что
Ну, там нюансы, надо количество участников. Там, ну, то есть тут он просто победил, самое главное, стал чемпионом России среди юношей до 18 лет. Еще и выиграл абсолютное первенство. За сравнительно небольшой период занятий этим видом спорта Эмиль успел установить множество рекордов Дальнего Востока, показать высочайший уровень мастерства на всероссийских соревнованиях и международных турнирах. Ехали туда, я не совсем был уверен в своих силах. Вот, на тренировках мы жали 330 килограмм и ехали туда вот с такой мыслью, то, что будем столько жать. Вот, соревнования прошли неудачно, лично для меня, потому что, опять же, планировали пойти больше, вот, но, опять же, вот эта неопытность сказалась. Сейчас у нас есть больше времени подготовиться, и будем стараться взять мировой рекорд в 310 килограмм, который сейчас стоит. Вот. Пока что все для этого есть. По результатам этих соревнований Эмиль вошел в состав сборной России и представит Нерюнгринский район на первенстве Азии, которое пройдет в Турции в 20-х числах сентября. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Российский биолог-генетик Елена Мудрик провела полевые работы по сбору генетического материала в местах гнездования белого журавля-стерха. Метод бесконтактный. Ученые искала то, что птицы оставляют после себя – перья, скорлупу и даже воду из озер, где птицы оставили свои невидимые следы ДНК. Все образцы отправятся в Москву, в Институт общей генетики имени Вавилова. Там Елена детально изучит генофонд дикой восточной популяции стерха. Это поможет понять, насколько жизнеспособна популяция и как эффективнее ее защитить. Исследование проходит в рамках проекта «Сохранение белых журавлей в России». В этом году его поддержал Президентский фонд природы. Эти работы по-хорошему должны проводиться много лет, поскольку стерх птица эксклюзивная, редкая, труднодостижимая. Каждая особь драгоценна, материал от каждой особи драгоценен, его очень тяжело получить. Вот чтобы собрать несколько перьев, исследователю приходится в сутки пройти 10, 12, 17 километров по тундре, по болотам, преодолевать большие препятствия. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в дальнейших эфирах.